ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Ухту с рабочим визитом посетили депутаты и председатель Государственного совета Коми. Первым пунктом в графике гостей стало возложение цветов к мемориальной табличке в честь Ивана Косолапкина. Имя бурового мастера, сделавшего немало для развития нефтепромысла Ухты, запечатлено на одном из самых старых зданий города, в котором ныне располагается музей. Раньше тут был жилой дом, в котором с 1936 по 50 год жил Иван Ильич. Мало кто знает, что его имя значимо не только для нефтяников, но и для парламентариев Коми. В 1938 году именно Иван Ильич открывал, ему тогда 63 года было, он открывал первое заседание сессии Верховного Совета Коми АССР. И абсолютно правильно, и эта традиция сегодня продолжается и в нашем парламенте. Но прежде всего нужно отметить то, что именно с этого момента начинается история коми-парламентаризма. В своей первой речи Иван Косолапкин отметил, что добыча полезных ископаемых должна быть организована на благо людей. Но в этот визит его последователей, нынешних парламентариев, о благах ухтинцев или их недостатках говорить не стали. Эта поездка в Ухту носила чисто положительный характер. После возложения цветов делегация отправилась в гуманитарно-педагогический лицей, бывшую первую школу, отмечающую в текущем году 80-летний юбилей. Сегодня там есть и медалисты, там есть выпускники, которые действительно делают историю этому учебному заведению. Там сохранены традиции, там введены инновации. И вот мы хотим посмотреть музей истории этого учебного заведения и как сегодня, на каком уровне организован образовательный и воспитательный процесс. Помимо музея истории школы, делегация посетила кабинет физики, оснащенный инновационным оборудованием, и пообщалась с учениками 10 класса. Визит к лицеистам закончился обсуждением вопроса, что называется, из зала. Одна из учениц спросила, отменят ли ЕГЭ, на что взрослые заметили, идея старшеклассницы здравая. Такой формат экзамена – эксперимент, причем не самый удачный. И споры об изменении выпускной проверки знаний в последнее время очень уж активные. Но этим ребятам, кажется, еще придется сдавать ЕГЭ. Поэтому депутаты, чиновники и общественники пожелали им удачи в этом нелегком деле.